Сидеть на веточке и беззаботно чирикать — удел воробушка. Человек — венец творения. Человек — наивысшее творение Бога, и у него есть особая миссия. Всевышний Аллах сообщил, что создал людей и джиннов только для поклонения Всевышнему. Для этого люди строят специальные здания. Давайте и мы с вами посетим Нижнекамскую соборную мечеть. Мы слышим азан, призыв на молитву. 5 раз в день верующие собираются в мечети и совершают коллективную молитву. Кроме этого, в мечети учатся, проводят различные обряды или просто уединяются от суетного мира. Однако прежде чем мы с вами войдем внутрь, хочу показать вам один шикарный вид. Ну, вы понимаете, уважаемый зритель, что это не для всех, только для вас. Но спустимся на землю. Мечеть была открыта в 1996 году. Архитектурный ансамбль Нижнекамской соборной мечети гармонично дополнен артезианской скважиной. Она очень популярна у горожан, потому что удобно и красиво. В начале 2000-х прошла большая реконструкция. Все постройки были облицованы мозаикой в едином стиле. Прихожане сами следят за порядком и чистотой. Сверкающая в лучах солнца мозаика и силуэт четырехминаретной мечети служат визитной карточкой Нижнекамска. Кстати, о минаретах. В прошлом, чтобы призвать людей на молитву, муадзин поднимался на минарет. Сегодня этого делать уже не нужно, и под этот мелодичный звон витой лестницы мы с вами поднимаемся наверх посозерцать. В 50-й суре Священного Корана Всевышний так и сообщил, что Он создал этот мир таким разнообразным и прекрасным для созерцания и напоминания всякому рабу обращающемуся. Вот мы и в молельном зале, но уже все помолились и расходятся. Молитву нам увидеть не довелось. Ну что ж, будет повод еще раз зайти в мечеть. Однако, прежде чем мы выйдем из мечети, мы можем сделать доброе дело. Соборная мечеть идет в ногу со временем и в ногу с городом Нижнекамском. Посмотрите, как красиво мы научились строить, как удобно устроена наша жизнь. Человек — венец творения. Да, мы не птички на заборе.